И в завершении выпуска 21 июня исполняется год со дня открытия самой мощной солнечной станции в России. Сегодня Батагайская станция является единственным объектом в стране, где солнечная энергия вырабатывается на Земле вечной мерзлоты. Подробности в материале наших корреспондентов. Всего 6 месяцев в году максимально светит заполярное Верхоянское солнце. Несмотря на свое короткое освещение, сегодня оно уже вырабатывает энергию и экономит драгоценное дизельное топливо для жителей Крайнего Севера. Фактически выдает где-то 1 киловатт, ночью. То есть 1 киловатт, солнце где-то с другой стороны, а вот из-за освещенности где-то идет киловатт. Вот. К 7 утра доходит, значит, это киловатт до 50. Вот, и когда солнце уже разворачивает и смотрит, хотя падает свет уже сюда, это в 7 часов утра идет резкий у нас подъем. Действительно, Батагаю повезло, что именно здесь построена самая большая современная станция в России. Можно сказать, что сегодня Батагайская солнечная станция дает уже свои плоды. За 3 месяца текущего года она выработала уже 250 тысяч киловатт энергии. Станция работает надежно. Вот, жители Батагая, значит, ощущают это на себе. Вот. И думаю, придет время, когда окупится ее строительство и каким-то образом, значит, подешевеют тарифы. Год работы станции показала, что беспроводная передача электроэнергии вырабатывает дешевую энергию. Так, в течение года солнечная станция выдала 800 тысяч киловатт энергии и сэкономила 300 тонн топлива. В каждом блоке по 20 инверторов, и каждая выдает по 25 киловатт. Это в сумме получается 500 киловатт на один блок. А у нас таких блоков 2, как я раньше сказал. А как заверяют верхоянские энергетики, если в таком темпе будет производиться дешевая энергия, то лет через 7 строительство станции окупится, и батагайцы на себе испытают снижение тарифов на электроэнергию. Альбина Павлова, НВК Саха, Батагай.